Проблемы с молодым человеком, родителями, жилплощадью, учебой. Зачастую хотя бы это заставляет идти в абортарий. Студентки боятся остаться без образования и будущего, малоимущие – без куска хлеба. Ситуации в жизни молодых людей ситуации бывают разные. Очень много материальных проблем. Ну, есть они, никуда от них не денешься. И чтобы девочки молодые, мамы понимали, что мы их поддержим. Сохрани ребеночка, мы тебя поддержим, мы поможем всем, чем сможем, мы обязательно поможем. Мы никогда тебя не бросим, ты только сохрани эту беременность, мы поможем дальше родиться этому ребеночку и дальше расти в нашем обществе. И все же, когда женщина решается на прерывание, прежде ее обязательно отправляют в так называемый кабинет поддержки. Ведь важно понимать, аборт несет последствия, будь то медицинского характера, но куда страшнее психологического. Мы пытаемся женщину немножко повернуть к этой ситуации с другой стороны. Ведь она в этом ребенке видит проблему. А мы пытаемся поговорить о том, что это не проблема. Ребенок, вот этот священный дар жизни, вот это то, что тебе сейчас нужно именно в этих условиях, несмотря ни на что. Это вот истинная любовь, и ты, как мама, ты должна сохранить этого ребенка. В женской консультации Центральной поликлиники поддерживают не только на словах, но и на деле. Информируют по государственным гарантиям, помогают с детским питанием, памперсами, одеждой. Тем самым как бы показывают – ты не одна. У нас были такие ситуации, когда женщина приехала с другого района, сбежала от мужа-насильника, имея на руках 3 детей несовершеннолетних. Да, и в Сыктывкаре у нее практически ничего не было. Она снимала комнату на какие-то последние деньги. У нее вообще ни работы, ничего не было. И тут еще беременность. Она узнала о том, что она беременна. То есть любой человек, слушая эту ситуацию, говорит о том, что эта ситуация безвыходная. Ну как же безвыходная? Посмотрите, она все-таки приняла решение рожать. То есть хотя она твердо настаивала на том, что мне сейчас еще 4-й ребенок, куда, что я делать буду? Но несмотря на это, она все-таки приняла решение рожать. И вы знаете, этому ребенку уже сейчас 2 годика, она уже ходит в садик, девочка. И мы до сих пор поддерживаем с ней связь с этой женщиной. И она до сих пор благодарит. И такая не единственная. У кабинета поддержки есть статистика. По ней ни одна женщина, что приняла решение оставить ребенка, не отказалась от него в роддоме. Сохранение и повышение рождаемости – задача федерального значения. Поэтому влиять на ситуацию решили с помощью социальной рекламы, баннеров, которые уже сейчас можно увидеть в Сыктывкаре, а в будущем в каждом городе республики. Мамочка, мое сердце бьется внутри тебя. Как бы еще не родившийся младенец начинает разговор с мамой и очень надеется, что будет услышан. На баннере, кстати, не только фото малыша, но и бесплатный номер так называемой линии помощи на случай, когда рядом из поддержки только электронный друг – телефон. Инициатива размещения плакатов принадлежит общероссийскому движению «За жизнь». Затем идею поддержали психологи, специалисты по социальной работе, Совет отцов и церковь. Последнее использует свой мощный рычаг давления – духовные ценности. У нас есть случаи, когда даже несколько слов сказанных, какая-то увиденная фотография, видеоролик удерживал человека от этой непоправимой ошибки. К тому же есть здесь телефон, человек может позвонить, получить психологическую помощь. Потому что мы полагаем, что основная проблема сохранения жизни детей находится не в экономической плоскости, не в сфере доходов, каких-то пособий, а в сфере именно веры, в сфере ценностей, в сфере убеждений. Врачи, специалисты по социальной работе, священнослужители объединились все, будто в пример, чтобы и мы стали внимательнее, добрее к ближнему и себе. Ведь так важно вовремя поддержать. Порой это может спасти жизнь. Анна Зубарева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.